Наставничество как один из способов творить добро. О нем и других видах добровольной помощи говорили участники телемоста, посвященного теме развития благотворительности и волонтерства в республике. О том, каких результатов добились организаторы проектов и как участие добровольных помощников меняет судьбы тех, кому нужна помощь, узнавала Анна Пшенникова. Сегодня Диана Стручкова – любимый учитель у 26 непоседливых второклашек. Она гордится своей работой и абсолютно уверена, что нашла свое призвание, но еще несколько лет назад выпускница детского дома металась в выборе профессии, и только добрый совет наставника помог ей определиться с выбором жизненного пути. На самом деле я даже не думала, что я буду работать в сфере образования. Я сама очень хорошо танцую и думала, стану хореографом или мечтала стать юристом, работать в Следственном комитете. А сейчас я вот смеюсь иногда и думаю, что это на самом деле вообще не мое. А вот благодаря наставникам, то, что они мне все-таки указали правильный путь, помогли в выборе профессии стать учителем. И это на самом деле правда мое, я это чувствую. Нашел свой путь и Данил Фролов. По его словам, наставничество Людмилы Николаевой помогло не только определиться с будущей профессией, но и дало ту самую заботу, которой ему так не хватало. Мы много общаемся, в основном такие обычные жизненные ситуации, чему меня не научили, скорее всего, чего я не принял в детдоме, не хватало какой-то заботы человеческой, типа. И вот я перенял это от Людмилы Валерьевны. Сейчас хочу помочь своей сестре младшей, чтобы она тоже достигла хоть каких-то вершин в этой жизни. То есть теперь уже ты примеришь на себя роль наставника? Да, думаю, для меня это несложно. Я и так для нее как наставник, потому что кроме меня у нее всю жизнь никого не было. Программа наставничества стала одним из многочисленных успешных проектов фонда «Семья для ребенка». Руководитель некоммерческой организации Ольга Вешникова считает, что сегодня благотворительность должна стать умной, а помощь сиротам может быть не только материальной. Горы сладких подарков приносят немного пользы, гораздо более ценным является вклад в воспитание детей, их адаптацию к самостоятельной жизни и обучение полезным навыкам. Все это объединяет про-боно волонтерство. Стать таким интеллектуальным помощником может каждый. Если у вас есть желание, вот особенно мы сейчас приглашаем психологов, есть запрос, и мы решили, что именно наш фонд «Семья для ребенка» мог бы сейчас стать центром входа таких про-боно волонтеров, которые могли бы оказать помощь, в том числе психологии, педагогика, это может быть предприниматель, у которого есть автомобиль. Однако, чтобы стать добровольным помощником, одного желания мало. Во-первых, нужно выбрать приемлемое для себя направление, а во-вторых, обучиться необходимым навыкам. В этом потенциальным добровольцам помогает Центр по работе с волонтерами. Там новобранцев добровольческой армии учат, как направить свои силы в правильное русло. Да, получается, в Центр по работе с волонтерами, он у нас как ресурсный центр добровольчества, они подскажут, например, человек интересуется, например, спортивным волонтерством, и они уже подскажут, куда двигаться, к кому обращаться и как вообще это все обучение выстраивается для добровольцев и так далее. Вызовы времени диктуют нам новые реалии, поэтому помощь добровольцев в различных сферах жизни не теряет своей актуальности. Сегодня армия российских волонтеров растет день ото дня, а значит, каждый, кто готов отдать часть своего времени в помощь людям, делает ее сильнее. Анна Пшенникова, Георгий Григорьев, Якутск.